Добрый вечер, друзья! В эфире Духма-театр. Впервые наш театр посетил солнечный Моздок, самый отдаленный город Северной Осетии. И именно впервые на сцене вот этого прекрасного Дворца культуры сегодня покажут «Самоубийцу». Спектакль по мотивам пьесы Эрдмана в постановке прекрасного режиссера Николая Размахова. Это единственный спектакль на русском языке в репертуаре нашего театра. Но, конечно, как его примут зрители Моздока, об этом, конечно, мы узнаем совсем скоро. Гастроли нашего театра в город Моздок, нынешний театральный сезон Госдрамтеатра открывается с поездки коллектива в город Моздок. В самый отдаленный город Северной Осетии театр привез спектакль-комедию «Самоубийца» Эрдмана. Единственная постановка в репертуаре театра на русском языке. Режиссер-постановщик Алексей Размахов. По словам художественного руководителя Тамерлана Дзуцева, жанр черной комедии написан был еще в 1928 году, но актуален и поныне. Инициатором этой поездки был у нас Казбек Кубиев, представительство Республики Северной Осетии, который сказал, что хорошо было бы просто поехать туда, в Моздок, показать спектакль. И мы откликнулись на эту идею, и впервые на самом деле в истории вообще нашего театра, что наш театр в Моздоке. Потому что мы не помним, чтобы Пресненский театр когда-нибудь приезжал в Моздок, учитывая даже, что это территория Северной Осетии. Мы когда были в наших гастролях по Северной Осетии, то именно Моздок оказывался когда всегда на стороне. Но сейчас мы эту проблему уже ликвидировали, и мы приехали сюда со спектаклем «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Почему этот спектакль? Потому что спектакль он русскоязычный, и мы его привезли специально сюда, потому что знаем, что в Моздоке подавляющее большинство это русскоязычные зрители, что не нужно будет синхронного перевода для них. И думаю, что вот эта комедия, которую мы покажем зрителям Моздока, станет таким мостиком в наших взаимоотношениях культурного диалога. Тема столкновения личности с обществом, на что тратить жизнь, во что верить и ради чего жить. Актуальные вопросы, которые остаются на все времена. Прости, Семен. И ты меня, Станислав Доменикович, прости меня, прости меня. Батюшка, Чуть меня, кушать хочу. Но больше, чем кушать, я хочу жить. Жить. Но позвольте, как жить? Как угодно, но жить. В жизни вы можете быть не родными, близкими, даже самыми близкими. Но перед что должен быть любимец своей руки, своей ноги. Человеки, я люблю свой живот. Я безумно влюблен в свой живот. Ах, ручки мои хорошие, вот вы ножки мои любимые. Вы мерзавец, вы трус, гражданин подсекальников. То, что вы говорили сейчас, отвратительно. Нужно помнить, что общее выше личного. Кто же мне о общем, о личном? Я же вам о живом человеке рассказываю. Вот вы думаете, когда началась война, человек спрашивает, с кем воюем? За что воюем? За какие идеалы воюем? Нет. Он спрашивает, какой долг призывает. И он прав, этот человек. Вы хотите сказать, что на свете не бывает героев? Чего только не бывает на свете. Но я вам не о том, что бывает, а о том, что есть. А есть на свете один человек, который живет и боится смерти. Больше всего на свете. Я думал о самоубийстве. Мы
мысль о самоубийстве скачивала мою жизнь, мою никчемную жизнь. Нет, вы только подумайте. Был человек, есть человек, и вдруг его не стало. А за что? Разве я уклонился от общей участи? Жить в роль было не особо тяжелым, потому что у нас был, к нам приехал российский режиссер, и с ним было одно удовольствие работать, потому что таких режиссеров я еще на своем веку не видел. Он очень сильный режиссер, он все так объяснял, что особо трудиться-то и не надо было. А вот насчет зрителя Моздокского я рад, я в первый раз сюда приехал. Да не только я, по-моему, театр в Моздоке были только в советские времена, и после этого никогда здесь не были. Очень теплый зритель, очень хороший зритель. Я рад, я счастлив, что побывал здесь, на этой сцене, сыграл роль, показал как мог. Вообще, по спектаклю я скажу так, что этот спектакль вообще о разных типажах людей, о разных типажах, которые работают только лишь на свое благо. Только лишь на себя, а все остальное им не интересно, им не важно, и лишь бы у них все было хорошо, и лишь бы у них дела шли вперед. А то, что кто-то пострадает, это для них. По спектаклю видно, какие бывают типажи людей, и я думаю, что... И все-таки в вашем герое восторжествовала жизнь. Именно любовь к жизни, и именно вот это, наверное, было основной конечной сценой. Жизнь побеждает смерть. Да. Конечно, жизнь всегда, в принципе, должна жизнь побеждать. Без этого никак. Если жизнь не побеждает, то это уже неправильно. Это уже априори неправильно. Надо отметить и гостеприимство, и дружелюбие наших коллективов в Большом уютном дворце культуры, где наш театр выступал впервые. Гостей чествовали полным аншлагом. Также приехали на встречу члены СТД, заместитель председателя Союза театральных деятелей Фатима Пагиева, и благодарность театру вручила от имени отделения Союза женщин России председатель регионального отделения Союза женщин России Тихонова Людмила Владимировна. Людмила Владимировна, в свою очередь, отметила важность культурной интеграции в сфере театрального искусства. Уважаемый Тамерлан Ефимович, выражаю вам огромную благодарность и признательность за то, что на протяжении многих лет вы отдаете свои силы и время, вкладывая душу в умножение и сохранение национальной культуры и традиционных базовых ценностей, воспитание любви и уважения к Отечеству, бережное отношение к родному языку. А что может быть святее, чем знание родного языка? Счастья вам, благополучия, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил. Председатель Союза женщин России Лакова Екатерина Филипповна. И все вместе спасибо вам за то, что вы есть, за нашу молодежь, за наши, вот именно, вы, вот, как вы сказали, святые люди, вы несете культуру в массы, а особенно наше дорогое, это наша молодежь, наше настоящее и будущее. Спасибо вам огромное. Низкий вам. Спасибо большое. Я бы хотела сегодня поблагодарить всех, кто принял участие в этом большом празднике. Для нас это большой праздник, действительно, потому что впервые наши друзья, Юго-Остинский, я считаю, один из лучших театров России, приехал в город Моздок. Для нас это большое событие. И огромное вам спасибо, дорогие наши зрители. Мы часто бываем в Моздоке, и мы вас любим, и вы всегда так отзывчивы. И спасибо, что вы и сегодня поддержали наш один из серьезнейших коллективов. И в том числе я хотела поблагодарить Вячеслава Хабитова. Он не только хороший руководитель, он не только хороший артист, прекрасный, он член Союза театральных деятелей. И мы на него возлагаем, конечно, большие надежды. И я вижу его шаги, я вижу его стремление к объединению. Вот скажите-ка мне, пожалуйста, кому все это надо, а? Республика, диктатура, правительство. Кому все это надо? Что значит кому? Подождите, что значит кому? Разве можно так ставить вопрос? Я не мыслю себя без республики. Я не мыслю себя без страны.
Я почти что согласен со всем, что в ней делается. Я хочу только маленькую добавочку. Да не такую. Я хочу, чтобы в Дахе, да в степи, да на розбанях, да под звон колокольный у светлой заутренней, заломив на затылок седого бобра, весь цыганов, обнявшись с любимой собакой, мерить версты своей обездоленной родины. Я хочу, чтобы лопали струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканную варежку, чтобы выбросить шапку, упасть на сугроб и молиться, и клясть, сквернословить и каяться. Буквально за час узнала до начала спектакля, что вообще к нам приехали с Цхинвала со спектаклем. Меня пригласил мой бывший однокурсник, мы учились с ним вместе, это Георг. Что я могу сказать, то что это очень классно, что вообще к нам в город приехали со спектаклем. Спектакль очень хороший, ждем второй акт, интересно, чем все закончится. Игра актеров замечательная, все выкладываются, думаю, полной. Хотелось бы, чтобы намного чаще к нам в город приезжали наши соседи, да, так сказать, со своими спектаклями и показывали, что они умеют. В целом актеры остались довольны гостеприимным коллективом Дворца культуры, и мы очень надеемся, что это не последний визит нашего театра, а наши дружеские культурные связи будут только укрепляться. Я очень рада тому, что сегодня на нашей сцене, в нашем Дворце культуры состоялся такой потрясающий праздник. Хочу сказать, что с труппой Юго-Остинского театра я знакома не понаслышке, и что называется «Любовь с первого взгляда». Увидев их на сцене театра имени Хапсаева со спектаклем «Дон Жуан», просто была потрясена. Я очень много смотрела разных работ в разных городах. Это и Брест, и Минск, и Москва, и Ростов-на-Дону, и, конечно же, наш любимый Владикавказ. Но именно эта труппа запала в душу неимоверно. Пластичны, талантливы, необычайные, какие-то, просто немыслимо талантливые ребята. И, конечно же, когда встал вопрос о поездке в Цхинвал, то даже не было выбора. И я посмотрела, наверное, самую грандиозную работу Тамерлана Дзуцева, спектакль «Геноцид». Я в восторге от сегодняшнего спектакля. Я, знаете, как-то написала в рекламе, что ходить на спектакли этой труппы нужно всегда. Независимо, это этюды, это детские сказки, это какие-то драматические сложные вещи, это комедии. Их просто нужно смотреть. И я думаю, что вы полюбите их так же, как люблю их я. Браво! Браво, Цхинвал! Я хочу, чтобы они еще раз к нам приехали. И вы знаете, конечно же, по закону жанра я должна была выйти с букетом и подарить его художественному руководителю Тамерлану Дзуцеву. Да, но цвет задачи меняется моментально. И знаете почему? Потому что когда наш главный герой поздравлял с днем рождения другого героя, он не обманывал. И сегодня на московской сцене замечательный Сосман Бедилов отмечает свой день рождения. И давайте все вместе мы поздравим Сосмана